Муфти Чечни и советник главы республики Салах Хаджи Межиев назвал президента Франции Макрона террористом номер один и врагом всех мусульман. Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков, мир им и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Межиев утверждает, что президент Франции поручил повесить карикатуры на пророка на всех правительственных зданиях страны. Однако известно лишь о двух таких акциях в Монпелье и Тулузе, которые длились несколько часов. В середине октября под Парижем молодой человек напал на преподавателя истории и географии и обезглавил его. Мотивом, по данным французских СМИ, стало то, что учитель истории во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемого убийцу застрелили при попытке сбежать. Им оказался 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец родом из Москвы, имевший во Франции статус беженца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По всей стране прошли акции памяти. Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он заявил, что политическому исламизму нужно давать отпор. Глава государства предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить просвещенный ислам в стране без иностранного влияния. Ислам – это религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире. Радикальный исламизм открытый выражает намерение навязать свои порядки. Эта идеология утверждает, что есть законы выше законов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ назвал Макрона самого террористом, а его действия и высказывания оскорбительными для мусульман. Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков, мир им и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Однако первым на слова Макрона отреагировал президент Турции. Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге проверить психику. Что мы можем сказать о главе государства, которое ведет себя подобным образом с миллионами представителей другой веры в его стране? Прежде всего, Макрону нужны психологические проверки. Выступая против мусульман, Европа фактически готовит свой собственный конец. После совета проверить психику Франция отозвала своего посла в Турции. Эрдоган в ответ призвал объявить бойкот всем французским товарам. Дипломатический скандал между Анкарой и Парижем перешел в экономическую плоскость. К бойкотированию французских товаров присоединились и другие исламские государства, в числе прочих Пакистан, Бангладеш и Катар. В МИДе Франции называют атаки на страну беспредметными. Отреагировали и в Евросоюзе. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель рекомендовал Турции сменить риторику на более позитивную, иначе ее ожидает еще большая изоляция. Заявление президента Турции в адрес президента Франции неприемлемо. Призываем Турцию прекратить эту опасную спираль конфронтации. Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил оскорбление Эрдогана в адрес Макрона, заявив, что это свидетельствует о все большем отдалении Турции от Евросоюза. В МИДе Франции еще раз подчеркнули, позиция страны искажена. На самом деле Франция поддерживает свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти.